Сегодня лекция из цикла наших сейчас занятий про знак, задачу и проблему. И Маскевич читал первую лекцию из части про задачу, и у меня сейчас есть возможность прочитать две лекции в продолжение этой темы. Я наметил себе такой планчик, в общем-то, рассказа про задачу. Я не знаю, успеем мы продвинуться сколько это сегодняшнюю лекцию в этом деле, но план примерно такой, что вначале я попробую поговорить про область определения задач, ну и онтологию задач в таком генетическом разворачивании того, как про задачу там, думали методологи на разных этапах становления SMD-методологии. Вторая часть – это поговорить про структуру задачи в такой элементарной представлении элементарной конструкции задачи в онтологическом плане и в плане оргдеятельностных процессов, которые связаны с подобным представлением о задаче. И дальше такой практико-теоретический момент, связанный с эвристикой решения задач, либо как решать задачи подходов разных эвристических к тому, как можно это делать. Ну и, наверное, последняя часть нужно будет поговорить про задачную организацию культурной политики. Либо там того, как через задачу мы можем посмотреть на культурную политику и какие задачи, комплексы задач сегодня стоят перед культурной политикой. Вот примерно такой план. Но не знаю, опять же, как это пойдет, потому что это первый раз мы читаем подобного рода курс. Я не знаю, как материал будет укладываться в компоновку лекций. Итак, первая часть – это область определения задач или онтология задач. То есть основной вопрос, в общем-то, который мы здесь будем обсуждать, то где находятся задачи, где мы их можем вообще располагать. Ну и первое такое место расположения задач – это мышление. Мышление, в принципе, очень часто связывается с задачами, а ответ на вопрос, как осуществляется мышление, в общем, часто сводится к тому, как решаются задачи, как человек решает задачи. При том, что такое представление несет в себе существенное упрощение этого вопроса про мышление, но исторически это способствовало развитию представления о мышлении. И вся эта генеалогия истории про решение задач от древнегреческих математиков до сегодняшнего времени дает достаточно много находок и открытий относительно самого процесса функционирования мышления. Но, в общем-то, еще древнегреческие математики, они попытались описать некую универсальную эвристику, либо универсальный способ решения задач. Они все впечатлялись изложением евклидовых начал, где Евклид строил такую очень дедуктивную схему разворачивания геометрии, где от первоначальных аксиом он переходил к первым теоремам, потом из этих теорем доказывалась следующая теорема и так далее. И это представляло такую очень стройную дедуктивную систему. Ну и потом, пытаясь помыслить про то, как возможно решение задач, они пытались эту логику Евклида воспроизвести в универсальных формах размышления про задачи и подходах к решению задач. Потому что эти подходы, они такие творческие были, пытались найти некой закономерности или правила того, как функционирует мышление в ходе решения задач, или как нужно строить мышление для того, чтобы решать эти задачи. Ну и с этого времени начинается такая почтенная традиция размышления про эти вопросы и поиска универсальной эвристики. И, в общем-то,
к этому приложили руку и Декарт, и Лейбниц, например, которые пытались тоже построить, то есть писать книжку про то, как бы решаются задачи. Причем ни Декарт, ни Лейбниц, в общем, этой книжки не закончили в свое время, так и не построили, но попытки у них такие были. Ну и в 20 веке уже процессы решения задач, они исследовались в разных областях, то есть в философии языка, например, в философии науки, в логике, в психологии, например. Мацкевич в прошлый раз рассказывал про Вюрбургскую школу, но дальше эти, в принципе, вопросы решения задач, они постоянно развивались в психологии, вплоть до нашего времени. И, в общем-то, где-то тоже в 60-х, 50-х годах возникают разные междисциплинарные исследования в рамках таких уже комплексных научных предметов, типа того, что называется в американской науке problem solving. И этот problem solving, решение задач или решение проблем, он тоже имеет разные ответвления, но в основном это было задано впервые Гербертом Саймоном. Он потом стал Нобелевским лауреатом по экономике, но основные его работы, они как раз посвящены этому вопросу problem solving и подходам к решению задач. А Нобелевскую премию он получил за теорию ограниченной рациональности в свое время. В общем, естественно, предположить тогда, что область определения задач и решения задач связана с вопросами мышления и тогда разными организованностями этого мышления, процессами мышления, знаниями мышления, средствами, материалом, продуктами мышления и так далее. И методологи обращали внимание на задачи и процесс решения задач на протяжении всей эволюции СМД-методологии. И каждый этап от содержательной генетической логики до этапа исследования мышления как действия, потом исследования предметных форм мышления, период оргдеятельностных игр и мыследеятельностный период, во все эти крупные периоды развития методологии, так или иначе методологи обращались к задаче. И можно сказать, что задача рассматривалась, в общем-то, в разных таких рамках или с разных сторон. Да? То есть задача связывалась с мышлением и представлениями о мышлении. Задача связывалась с вопросами функционирования знания и место задач в организации знаний. Задача определялась в процессах деятельности. Задача, в общем-то, рассматривалась в комплексе различных предметных областей, которые исследовали методологи, но, наверное, наиболее важные их работы в связи с задачами делаются в рамках педагогики. Педагогика, ну и частично связана с вопросами психологии здесь. Дальше задача рассматривалась, место задачи рассматривалось в вопросах коммуникации. Коммуникация, чего еще? В определенном смысле можно говорить, что вся вот эта история разворачивания представления задачи потом как-то комплексировалась в представлениях о мыследеятельности. Ну и, наверное, можно говорить о том, что сегодня можно и нужно исследовать задачи применительно к разворачивающейся вот сейчас
работе исследования игры и построения онтологии игры. У меня задача в игре. Ну и, в общем-то, наверное, можно представить какие-то еще аспекты, через которые рассматривалась задача, методологами, которая может быть, в принципе, применена к исследованию этих задач, но вот пока получается такое поле. Я провел некую такую археологическую работу, связанную с методологическими представлениями задачи, но она далеко не полная, в общем-то. И сама по себе, в общем, достаточно интересная, и если кому-то, в общем, потом придет в голову поковыряться с генеалогией, представления задач разных аспектах того, как методологи мыслили задачу, это было бы само по себе отдельная такая исследовательская работа, отдельная исследовательская задача, если хотите. Вот. Ну и тогда начнем постепенно разворачивать это дело с этапа содержательно-генетической логики в методологии. То есть этап содержательно-генетической логики — это примерно 50-е, начало 60-х годов, когда методологи рассматривали различные формы ставшего мышления. То есть они, например, задавались вопросом о том, как мыслил Маркс, например, или как мыслил Аристарх Самосский, решая задачу об определении расстояния от Земли до Луны и величину небесных тел, Солнца и Луны. И здесь сразу же методологи натолкнулись на то, что анализ таких крупных форм мышления, он не может быть произведен через наличные средства формальной логики на тот момент. То есть он Щедрецкий говорил, что то есть глупо представлять вот этот многотомник Маркса в виде силлогизмов, посылок и заключений, когда мы смотрим, к чему там приходит Маркс. Да? То есть мы не можем проанализировать его ни технически, ни в смысле смысла этой работы, это бесполезно. То есть необходимо искать какие-то другие формы представления о том, как разворачивалась мысль в этих ставших культурных текстах нормированного завершенного мышления. И вот, работая с, например, Аристархом Самосским и тем, как он размышлял о своей задаче определения этого расстояния от Земли до Луны, они пришли к пониманию того, что мышление разворачивалось от задачи к задаче. Когда у нас есть задача 1 какая-то, и мы, в общем-то, не знаем, как решить эту задачу. То есть в арсенале средств решения и подходов к решению этой задачи нет ничего, что бы позволяло решить эту задачу. Тогда мысль движется к тому, чтобы поставить другую задачу, которая бы помогла решить нам первую задачу. Ну и эта задача, которую мы ставим, может оказаться недостаточной для того, чтобы мы решили первую задачу. И тогда нам нужно ставить следующую задачу. Которая бы способствовала решить вторую задачу, которая бы способствовала решить первую задачу. Ну и так далее, пока мы не найдем задачу n, которая нам известна в плане решения, и мы можем таким образом по цепочке от задачи к задаче разрешить первую исходную задачу. Это типа Евклидовая логика, да? Реально бывает? Так реально бывает? Например, в математике так часто происходит. То есть, когда мы имеем некую теорему, которую нам нужно доказать, и у нас, то есть мы не знаем, как это сделать сейчас.
тогда первое, что приходит на ум, как бы, а не решали ли мы подобную задачу, похожую на эту, раньше? Мы находим тогда сходную как бы, задачу и смотрим, что из той задачи, которая уже была решена, применимо к решению этой задачи. Ну и так далее. Ну, для, например, доказательства теорем используются доказательства промежуточных теорем. В школе мы тоже проходили, называются леммы. То есть мы доказываем лемму, как бы через эту лемму доказывается теорема. Это, в принципе, подобный ход же рассуждений. В математике он очень традиционный. Ну и там есть разные математики, которые по-разному, в общем-то, относились к этому вопросу о существовании такой задачи, которая поможет нам решить именно нашу задачу. Вот, например, там Ляпунов, он говорил, что всегда существует такая задача С, решение которой является ответом на поставленную задачу Б. Правда? Щедровицкий, который рассказывает об этом, он спрашивает, ну или там говорит, что неизвестно, окажется ли эта задача С, которую нам нужно решить, для того, чтобы получить ответ на задачу Б, проще, чем сама задача Б. То есть это уже, в общем-то, ну, интуиция и удача, не знаю, математика или человека, который решает задачу в том, чтобы таким образом найти ту самую задачу, которая поможет ему решить это дело. Вот здесь что важно, да, в этом процессе, это представление о направлении процесса решения задач. Да? То есть в процессе решения задач мы двигаемся как бы в одну сторону, от начала к концу, выстраивая некий план решения задач. То есть последовательность вот этих задач, которые мы себе воображаем как промежуточные или ставим себе как промежуточные, и которые способствуют решению первоначальной задачи, есть ну, там, прогрессивный там, процесс мышления. Да? Но решение, воплощение этого плана фактически идет в обратную сторону. То есть от как бы, решения последней задачи к первой задаче. И вот в решении задач ну, как бы мы двигаемся вот этими двумя линиями. И, в общем-то, эти древнегреческие математики, в частности, такой Пап Александрийский, он пытался тоже в этой универсальной эвристике решения задач именно так, ну, в части, представить процесс решения математических задач. Причем вот этот вот регрессивный ход решения задач, то есть конструирование от последнего к первому, он называл анализом. То есть вот анализом они называли как бы именно это. А вот этот прогрессивный ход разворачивания от начала к концу, как бы они называли там синтез. Тогда это так называлось. Почему-то хочется назвать точностью наоборот. То есть к задаче это анализ? Или на... Нет. Это инструментальных задач главный, это регрессивный ход мышления, и это анализ. А от главной к инструментальной это прогрессивный ход мышления и синтез. Делают. Ну, фактически, как бы анализ, как бы это составление вот этого комплекса задач в процессе решения задач, ну, то есть какого-то дискретного этого процесса. Синтез — это собирание всего вместе, в едином процессе решения задач. Тогда это не продвижение туда-сюда, как бы кажется. А вот этот прогрессивный, регрессивный ход, это ты сам придумал или это они тоже так называли? Ну, это называли греки так. Ну, то есть, в частности, вот изобретение этого как бы анализа
то есть регрессивного хода в процессе решения задач от конца к началу, его приписывают Платону. Вроде бы анализ это есть разделение там в переводе. Ну, вот в современной эти терминологии слова анализ и синтез имеют другое значение. Но вот исторически этот ход с решением вот, регрессивным ходом от конца к началу назывался анализом, тогда как прогрессивный ход решения назывался синтезом. Такой странный язык был грек. Просто, обратный ход, он, мне кажется, вообще, то есть, если они как доминошки, то есть, тебе стоит решить, и оно там уже просто, это уже просто как работа делает. А вот в ту сторону это как бы нетривиальный ход. То есть, выстроить вот эту цепочку задач. Я это просто вспоминаю, как я решал там, геометрические какие-то задачи. То есть, вот самое сложное как раз вот выстроить эту туда, а потом уже порешать, как бы ты обычно пользуешься ты решение из конца переносишь как, один из аргументов в предыдущий, там делаешь операции, известные, и так чик-чик-чик собираешь. Наверное. В общем, здесь еще чего важно, кроме этого двунаправленного, не важно эти слова синтез, главное, здесь это вот этот прогрессивный способ движения в процессе решения задачи и регрессивный способ движения. И происходит, ты считаешь это как бы, содержательное название, в смысле, они что-то добавляют к... Туда-назад. Вперед, и назад. Вперед, выстраивая... А то у меня с прогрессом и регрессом такие же проблемы, как с синтезом и анализом. Неважно, туда-назад. Главное, что идет выстраивание некой цепочки задач и обратное решение этой цепочки задач. И решение, процесс решения связывается, берется в этих двух отношениях, прямого и обратного хода. Вот. Фактически вот это членение этого процесса на разные задачи, оно представляет собой такой план решения задачи, который затем переходит в реализацию. И причем план решения задачи мы выстраиваем в таком размыслительно-символическом ключе, тогда как само решение задачи осуществляется уже налично-практически. То есть это возможно в знаковых формах каких-то, но мы практически воплощаем собой придуманную последовательность решения. Да? Понятно? Нет. Короче говоря, сначала, когда ты подходишь к задаче, и ты хрен понимаешь, как ее решить, у тебя должна быть какая-то идея по поводу того, как ее решать, то есть как эту задачу схватить. Одним из вариантов решения математических задач является, например, поиск сходных задач. Да? Они решали сходные задачи. Поиск уже готового знания, которое позволяет решить. Это дает нам возможность придумать план решения. А вот сначала я заменю эту неизвестную другой неизвестной, решу задачу относительно этой неизвестной, а потом я перейду к первой неизвестной и разрешу в конечном итоге уравнение. Вот этот ты план придумал. А потом ты начинаешь его реализовывать. И в процессе реализации может оказаться, что, в общем-то, этот план оказался нерабочим. Да? Тебе нужно придумать другой ход в решении задач. Поэтому в некотором смысле, условно, да, вот этот процесс прямого хода составления плана задачи, это такое мыслительное упражнение. Тогда как само решение задачи, да, практическое воплощение, то есть оно относится, к фактически осуществляемым ходам практики мышления, либо если мы имеем дело, например, конструктивные инженерные задачи, натурной реализации этого конструкторского проекта. Слушай, Андрей, скажи еще, знаешь, что там которая задача N, да, то есть, в общем, там, где осуществляется поворот, с одной стороны, с другой. Это, с того, что ты говоришь, там всегда находится какая-то решенная задача, примерно, то есть какой-то прототип, да.
Или Да. как что-то уже имеющее решение, Да. в чем можно просто поменять там переменные или что-то в этом духе. То есть это всегда как прототипическая какая-то хреновина. Ну, вот она только не прототипическая, а она известная. Ну, то есть это решенная задача. Это решенная В задача. конце этой Да. цепочки всегда какая-то решенная задача, Да. которая позволяет потом построить Да. движение к нерешенной. Мгм. Мгм. Что еще понимается тогда примерно на этом же этапе анализа того, как Аристарх Самосский решал задачу по определению расстояния, понимается это следующий момент, что средства решения каждой задачи, они связаны с этой задачей непосредственно. То есть в каждой задаче существуют некоторые средства, которые позволяют решить эту задачу. И это разные средства. Поэтому процесс решения задачи это не просто движение в самих задачах, да, но еще движение в средствах решения этой задачи. То есть для того, чтобы решить задачу, нам нужны какие-то средства решения этого дела. Мыслительные, продуктные и так далее, знаниевые и прочее. Для каждой задачи существуют свои средства решения задач. Да? И помимо того, что мы как-то передвигаемся от задачи к задаче, в этом процессе, двунаправленном процессе, процесс решения, мы двигаемся в средствах. Да. И как-то комбинируем те средства, которые у нас есть, которые мы знаем уже в известной задаче, с какими-то другими средствами для того, чтобы получать новые средства решения тех задач, которые нам неизвестны. Да? И тут методологи заключают такую штуку, что поскольку вот этот процесс решения задачи представляет собой такую Т-образную, как они говорят, структуру, да, то есть когда у нас есть движение в задачах и приписанные задачи средства, то мы двигаемся и по горизонтали, и по вертикальным таким ответвлениям вот этой задачи. И сам процесс решения задач начинает ветвиться. То есть он идет, то есть разные пространства образуются, в которых происходит движение мысли в процессе решения задач. То есть и в самих задачах двигается, и в процессе решения там двигается, и в средствах решения. То есть мы получаем такой не просто линейный процесс перехода от задачи к задаче, или не просто линейный процесс выполнения каких-то операций, которые приводят нас к ответу, но мы получаем такую сложную разветвленную структуру, которая не сводима к отдельным операциям в решении задач. Я не разумела, что такое средство. Это вообще какая сутность этой штуки? Смотри. Например, у нас есть средство, это то, что нам позволяет решить определенную задачу. Да. Это сказал, тип задач. Определенный тип задач. Определенный тип задач, но в данном случае не важно. Да? Так с каким значением проводится, что к средству 1 относится задача 2? Потому что так само средство для решения задачи 1. Средство 1 относится задача 1. Не, относится задача 2 является средством 1 для задачи 1. Задача 2. Да, средство, в принципе, поскольку эта задача выступает этапом решения, задача 2 выступает этапом решения задачи 1, то да,
как бы средства как бы имеют отношение к средствам для решения задачи 1. Тебе непонятно само по себе, что такое средство? Ну да, потому что в таком значении задача 2 есть средство 1, в некотором смысле. Нет, средство это скорее как инструмент. Потому что решение задачи 2 может давать вводные данные для решения задачи. Ну, типа, знаешь, вот дано, да, ты начинаешь решать, ты понимаешь, что тебе не хватает, ну, как бы, данных для решения. Данные же не являются средством, правильно? Ну, методологическим. Данные это данные. Вопрос следующий. Если мы понимаем средства как то, что нужно для осуществления чего-то, не имеет собственной независимой сущности, то какая разница между задачей 2 как инструментом и средством решения задачи 1 и средствами 2 для задачи 2? Да, потому что это разное. Это наложки их разделять, типа, чем Вот я тебя спрашиваю, чем они отличаются? Ну, насколько я могу. Средство 1 от средства 2? Нет, почему задачу 2 не положить в средство 1? Задача 2 не положить в средство 1? По-моему, так спрашивают. Ну, да, ну. Потому что как это разное. Да? То есть, там, я не знаю, тебе как бы нужно прибить картину к стене. Задача как бы у тебя как бы состоит в том, чтобы повесить картину на стену. Окей. При этом ты пользуешься как бы какими-то средствами там, и инструментами, в этом смысле средствами. Молотком, как бы, там, гвоздем, которым ты прифигачиваешь как бы, эту картину к доске. Называть в этом месте, и дальше, например, как бы у нас нету, не знаю, молотка или гвоздей. Нам нужно пойти в магазин, например, купить. Материальные средства, совсем другие средства. Задача пойти и купить гвозди, как бы, это совсем не то же самое, что гвозди и молоток, которыми ты прибиваешь картину на стену. Это разные, не знаю, онтологические сущности. Задача, которая у тебя есть, и средства, которыми ты обладаешь. Понимаешь? Ну так, тут існуває ще інша проблема, то що вот этот ланцюжок задач он может ветвиться сам по себе. Может. Ну, в смысле, для выполнения одной задачи может понадобиться не одна задача, а две. Может. Да. Ну, Все может быть хуже. так ми можемо використовувати які відомі нам категорії, як провести параллели, и поки что не треба. Ну, бо средство это там то, что там, не знаю, в акте деятельности позначено. Да, я в этом месте ничего другого, в общем, особенно не имею. То есть, если вы хотите обозначать как бы средства, как то, что в акте деятельности называется как бы средствами и инструментами, то это вот про это. Ну, окей. Да. То есть тогда, когда как бы они строили вот это вот представление про задачу и представление о мышлении на этапе содержательной генетической логики, они еще ничего не знали про акт деятельности. Вот. Они его еще не придумали. Они еще его не придумали. Но здесь, как бы, еще раз, важно, что они там осознали вот эти как бы три топа, три разных пространства, в которых сложно зависящих друг от друга, в которых происходит процесс решения задач. То есть это движение в задачах, собственно, движение в процессе решения как бы, задач и движение в средствах решения задач. Подожди, а что такое движение в задачах, собственно? Ну, в процессе решения. Движение в процессе решения я понимаю. А что такое движение в задачах? Ну, вот это вот постановка одной задачи, второй задачи и так далее. Переход от задачи к задачам. А чем отличается движение в задачах от движения в процессе решения задач? Это два разных пространства? В процессе решения задачи ты каким-то образом организуешь те средства, которые у тебя есть, для того, чтобы получить ответ на как бы, эту задачу. То есть есть сам процесс,
решение. Ясно, можем отдельно рассматривать Ты там, плоскость да. задач, как бы как они вытекают, вытекают, можем отдельно рассматривать плоскость средства, а еще отдельно можем рассматривать процесс, Да. который все это связывает во что-то Задачи, осмысленное. решание. И средства. В решениях, ну, и туда, и назад включается этот ход, да? Да. Вот. И как бы еще один момент, который они осознали на этом деле, это различие между процессом решения задач и процессом решания задач. Вот примерно так это описывает Щедрейский. Что было основным результатом этих исследований? Было показано, что процесс рассуждения при решении задач не может быть представлен в виде линейного процесса. Практически мы получили следующее. Если изображать процесс решения задачи, то всегда там надо различать процесс решения задачи и процесс решания задачи. Решение задачи есть продукт весьма своеобразный. Процесс решения задачи всегда дает два продукта. С одной стороны ответ, а с другой стороны решение как таковое. То есть, ну, двоякое, то есть в процессе этого решения мы получаем два типа решений. Решение 1 – это ответ на поставленную задачу. То есть Аристарх Самоский таки узнал, сколько там, не знаю, какие там единицы использовались там длины в то время, но он узнал, каково расстояние от Земли там, до небесных светил. От Земли до Солнца, от Земли до Луны. Но никакой практического смысла эта задача на то время не несла. То есть нахрена Аристарху Самоскому, спрашивал Щедровицкий, знать такой глупый факт про расстояние Земли. И тогда он говорил, что основная ценность задачи, решенной Аристархом Самоским, является сам процесс и нахождение способа решения этой задачи. Ну и, собственно, развитие средств мышления, которые были вот на тот момент предоставлены Аристарху Самоским. И вот сам вот этот, само это решение во втором смысле, как бы процесс этого решения, является самодостаточным там, культурным достижением Аристарха Самоского. Еще раз, есть решение, и оно как бы упаковывает в себе и решение, и вот решение как продукт. Да? В процессе решения мы получаем два продукта. Так, решение – это процесс. Решение, процесс решения, да, это процесс. И в процессе решения Мы получаем два решения. Одно решение – это ответ на поставленную задачу, и второе решение – это способ получения как бы этого ответа. Причем очень часто в ходе размышления о задаче, в ходе решения задачи строится куча дополнительных лесов, связанных с тем, чтобы прийти к необходимому ответу. И, ну, то есть авторы там нагромождают вот эти конструкции там, из новых задач, из того, как они переходили от одного этапа решения к другому, какие новые средства как бы они выдумывали, как они были организованы, как бы, и так далее. И это вырастает в такую толстую книжку. Вот, например, тоже пишет Щедровицкий, что Карл Маркс написал как бы, вот, свой многотомник «Капитал», а потом Карл Каутский взял и изложил его в маленькой тоненькой книжечке. Но если мы хотим понять, как мыслил Маркс, как он там размышлял, совершенно бесполезно читать книжку Каутского, которая выдает только ну, решение, да, как бы этой задачи, только ответ на поставленный вопрос без той суммы мыслительных операций, которая была проделана для того, чтобы зафиксировать процесс решения этой задачи. Вот так. Ну и, в общем-то, я уже это проговаривал, но могу зачитать, что решение
есть линейно организованная цепь операций, которая дает возможность начать вычисление и прийти к ответу. Но это не решение в смысле решания, а это есть продукт работы, который должен быть получен. А если говорить о процессе решания, то он никогда не может быть выстроен в линейный процесс и представляет собой сложную связку процессов. Причем структура этого процесса может быть самой разнообразной в зависимости от того, какими средствами пользоваться. Ну вот, как бы, еще раз вот подчеркивается, что как бы, то есть на том этапе, ну, то есть прежде всего вот, вся эта канитель про задачи как бы, решения связывалась с организацией мышления об этом. Что происходит дальше? Дальше примерно на вот этом этапе перехода от содержательно-генетической логики к деятельностным онтологиям, методологиями работают с вопросами знания, функционирования знания в процессах решения задач. Они, ну то есть, например, практически тогда Щедровицкий занимается исследованием решения задач у дошкольников. То есть они проводят экспериментальные исследования с дошкольниками, пытаясь выяснить, как они решают задачи. Ну и непростые задачи были, там, задачи, связанные с косвенные математические задачи, так называемые, которые есть. Ну, то есть прямые и косвенные задачи отличаются тем, что то есть прямая задача, вот у нас есть там 5 птичек, к ним прилетело еще 3 птички, сколько птичек там сидело там, на дереве. Да, надо сложить 5 и 3, получить 8, это там прямая задача. Дети хорошо решают эти задачи. А вот косвенные задачи, они решают плохо. Ну, такого плана, что там на дереве сидели птички. Там 3 птички улетело, 5 осталось. Сколько было птичек? Да? Вот дети как бы путаются в решении этой задачи. Ну и, в общем-то, методологи пытались понять про то, как вот, функционирует мышление и как выстроен процесс оперирования сознанием в ходе решения такого рода задач школьниками. Ну и первое, я вам хочу байку рассказать про, ну, прежде чем перейти к содержательному изложению, про Мацкевича и Галилея. У Мацкевича есть такой любимый персонаж всяких там баек, это Галилео Галилей. В разных аспектах пользуется Галилея. Вот однажды в какой-то момент разговоров там с нами и воспитательной работы Мацкевич рассказывает, что вот мы как бы берем там 2 тела, как бы одно там, более легкое, там, другое там, более тяжелое, там, да, как бы, и то есть пытаемся выяснить, какое из них упадет быстрее, да, то есть какой из них падает как бы быстрее, или зависит ли скорость падения тел от массы тел. Да. Ну, это, и что Галилей делал? Пафосно спрашивает нас Мацкевич. Я говорю, ну полез на Пизанскую башню и стал сбрасывать там, эти тела. Что Мацкевич как бы злится и начинает орать на меня. Как бы это тупые белорусы только лезут на Пизанские башни и начинают сбрасывать там всякие тела. Он думать начал. Вот на этом этапе разборок как бы методологи как раз начинают разбираться с тем, как происходит мышление про такие задачи, для которых у нас нет практических там, способов оперирования и решения как бы, этих задач. Вот про того же как бы, Аристарха Щедровицкий пишет примерно так. В науке были задачи, и нами была взята одна такая задача, которую решал Аристарх. Он хотел ответить на вопрос, каково отношение расстояния Земля-Солнце и Земля-Луна. Ответ нужно было получить в условиях, когда тригонометрии не было. Практически он ее создавал. Были геометрические средства, но не было телескопов и прочего. Ему надо было работать путем
чистого замещения. Ничего мерить он не мог. То есть, поскольку у него не было вообще средств как бы, измерения, он вынужден был думать и строить как бы, особые процедуры оперирования не там, практическими какими-то штуками, типа там, телескопов или еще чего-нибудь, а ему нужно было перевести эту задачу в мыслительно там, знаковые формы какие-то и разрешить эту задачу по-другому. И там, тогда, то есть строение знания, методологи начинают понимать через схему знака означаемое или схему замещения объекта знаковыми средствами. Вот традиционная схема в Москве еще изображает как знак означаемое, где объект или означаемое, оно замещается знаком, а как бы знак относится к объекту. И это двунаправленное отношение, когда мы любые как бы, объекты можем заместить знаками и затем как бы, отнести эти знаки к объектам и тогда чего-то понять про эти объекты. В этом деле как бы, использовалась такая графика тогда, что там, объект обозначался как бы, x, и существовала процедура замещения этого x неким знаком а, и, соответственно, процедура отнесения этого объекта x к знаку. И это еще рисовалось такими полустрелочками, чтобы показать, что это один процесс, да, отношение замещения. И если то есть в мышлении то есть мы не можем оперировать с непосредственно объектами, то мы можем оперировать с замещающими этот объект знаками. Тобто для того, що в Москві ще сказано на першому, ну, початку, да? Это... Ну, в принципе, да. А дельта означает, как ты нарисовал? Что-что? А дельта это что означает, как ты нарисовал? Как бы это дельта, они еще вот такую графику использовали. Например, то есть x, дельта эта дельта как бы обозначала ну, некую деятельность, связанную с замещением объекта как бы, x, а обратный процесс отнесения они нарисовали набу такую, и тогда как бы, знак относился к объекту x. Да. Вот здесь такая штука происходит, что в принципе процесс мышления рассматривается опять же как процесс движения в двух плоскостях. Да? В процессе оперирования со знаками, то есть когда у нас есть некий как бы, объект, мы выстраиваем некую там, знаковую форму этого объекта, и дальше идет процесс оперирования со знаками. То есть от одних знаков там, мы переходим к другим знакам, и затем как бы, спускаемся обратно к объекту. Да, и получаем какое-то как бы, новое знание либо о том же как бы, объекте, либо о другом объекте. Ну, в общем-то, функционирование науки, оно как бы, идет примерно таким макаром. Да? Когда по отношению к существующим объектам мы пользуем схемы, знаковые формы, каким-то образом формируя представление об объекте, затем работаем с этими знаковыми формами и получаем новое знание относительно объектов в реального мира. Ну вот здесь, ну, наверное,
важно таких несколько вещей. То есть первое, что мышление – это не только движение в знаках, ну и, собственно, вот в этой плоскости, но как бы это всегда движение и в объективном содержании этих знаков. Да. То есть мы не можем просто так строить цепи рассуждения без понимания того, к каким объектам реальности, к каким означающим это относится. То есть мы не полностью свободны в оперировании знаками без учета объективного содержания этих знаков. Это была трагическая ситуация армянской игры, когда наши коллеги в армянской игротехнике, они вот любые формы, которые они получали в виде знаковых форм описания чего-нибудь, там, грабово-проболонский процесс, вот, например, как бы они изображали там, не знаю, там, процесс инноваций какой-нибудь. Они его изображали там, не знаю, каким-нибудь треугольником. А затем там дальше они сам этот треугольник каким-то образом преобразовывали без учета того, что реально является объективным содержанием этого понятия. Да. И происходит полный бред. А потом на каком-то как бы этапе они как бы брали и ну, просто атрибутировали как бы это к тому, что является инновациями. Да. Ну и в этом месте вот, чувствительные натуры типа Мацкевича они полностью не выдерживали. Ну вот там и Иван с этим пытался там, сражаться практически. Ну, фактично неправильно робили процедуру соотнесения. Фактически они неправильно оперировали со знаками. То есть, как бы они оперировали со знаками. Соотнесение. Соотнесение это говорит, в принципе, знаку, ну, наделяющий певными властивостями. Ну, типа, тембрику, что за ними можно робить и что не робить. Смысл в том, я так понимаю, чтобы удерживать, если несмотря на то, что ты проводишь операции со знаками, ты постоянно должен удерживать, как бы, к чему все знаки относятся. Иначе, как бы, ну, я так понимаю, что это вот эти советские мультики про страну двоечников и про всякие математические операции. Ну, как бы двоечник попадает в какую-то страну, в которой он из паровозов начинает вычитывать лошадей, вычитать... Ну да. Нет, так это понятно. Проводить прочие разные как бы Типа, вещи. что може промовитися, це зрозуміло, так, а от це утримання, що можна робити, і що не, но ну, в якої, как сказать, процедуры закладывается? Тобто, это часть чего? Это часть процесса разворачивания мышления. То есть, когда ты произвел процедуру образования знака, да, заместил объект знаком, в этом месте объективное содержание как бы никуда не делось. Вот мы долго рисовали еще такую схему. Объективное содержание. То есть, как бы объективное содержание, вот тот объект, с которым мы не могли непосредственно работать, но который был замещен знаком, оно никуда не делает. Оно содержится в знаке. Что оно? Содержится в знаке. Что оно? Объективное содержание. Ну, грубо говоря, объект, как бы, он находится в этом знаке. И как бы, это как бы, ограничивает, то есть ты должен всегда понимать то, что это не просто так себе знак, а у него есть еще некое как бы, отнесение к реальности, к объекту. И вот связь между объективным содержанием как бы, и знаком задает значение. Значение этого знака. Если мы отрываем объективное содержание как бы, от знака, то происходит чистое оперирование знаков, но мы утрачиваем объективное содержание. Вы книжку про Винера читали? Винера. Я математик. Вот там как бы, Винер в каком-то моменте рассказывает про физический смысл. Что, говорит, я там, в какой-то момент начал думать про физический смысл математических вот этих абстракций, с которыми он там работал.
я не помню, как назывался его там проблема. Он не в одном месте про это рассказывал. Но он во многих Он местах вообще считал это своим, в том числе, доблестью. Доблесть математика была, это не просто колбасить абстрактно-математические задачи и решать. Он понимал, что как бы это можно делать, ставить как бы любые математические задачи, как бы не связанные с реальностью, и как бы решать их, но считал это как бы недостойным себя, поэтому он всегда думал о физическом смысле и возможности приложения тех областей математики, которые он разрабатывал, к практической деятельности. Что делал Винер? Даже в условиях такой абстрактной, в общем-то, как бы науки, он пытался сохранять объективное содержание как бы тех знаков, с которыми он работал. То есть Винер представлял себе, к чему вот эти вот математические как бы операции, воображал себе как-то приводят в реальности. В художественной форме это у Стругацких написано в этом самом, там, где мироздание всегда его. Гомеостатическое? Гомеостатическое мироздание. Как книжка называлась? За миллиард лет до конца света. За миллиард лет до конца света. Там вот этот Малянов, это математик, который сидит и пузыри Малянова какие-то изобрел. И он в этих пузырях Малянова как бы видит какой-то физический смысл того, что там во Вселенной происходит. Да? Это не просто там математические формулы, хотя это формулы, но за ними стоит некий смысл, и в этом состоит его открытие, этих пузырей Малянова, над которыми он работает. Вот здесь мы ведем речь еще раз о том, что мы двигаемся параллельно в объективном содержании и в разворачивании знаков. Но фишка состоит еще и в том, что вот эти знаковые реальности, они тоже обладают своими ограничениями. То есть мы можем, например, какие-то объективные вещи, которые мы наблюдаем в экономике, описать в словесных формах экономической науки, которая есть. Мы можем их представить на другом уровне абстракции. Да? То есть не только объекты могут замещаться, но и сами знаки могут замещаться. То есть мы переходим как бы от объектов к знаком первого порядка, да, но можем точно так же как бы этих знаков переходить к объектам второго как бы, и дальше порядка. К знакам второго как бы, и далее порядка. И поэтому движение в мышлении может проходить по как бы, многим плоскостям. Да? То есть это движение в знаках разного уровня. Можно, например, пройти первого-второго порядка? Например, самый простой пример – это порядковые числительные и натуральные числа. Да. То есть, например, с порядковыми числительными, то есть порядковые числительные – это числа, которые пользуются для счета. Вот я пользуюсь порядковыми числительными, могу пересчитать количество людей в этой комнате. 1, 2, 3, 4, 5. Да? Но порядковые числительные, они позволяют совершить операцию пересчета, но, например, не позволяют совершать над ними разные операции сложения и вычитания. Да? И вот это дети, например, очень легко схватывают с порядками числительными. То есть мы, пользуясь порядками числительными, пересчитали 1, 2, 3, 4, 5. Потом мы спрашиваем у них, сколько будет 3 плюс 5. Ребенок отвечает 2. Почему? Потому что для него порядковые числительные выступают названиями, то есть именами, которые он соотносит с конкретными объектами. Поэтому ты это 2, а Оксана это 3. Это когда считается 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, да. Второй и пятый, это 2. Да? Для того, чтобы оперировать с абстрактным понятием количества, нам нужны другие знаки, а именно уже натуральные числа, которые позволяют нам производить операции сложения и вычитания. Понятно? Вот. Но это, в принципе, во всех
в практических науках так происходит. То есть существование разных там, способов там, организации там, знаний и движения в этих знаках. Ну, там, не знаю, в экономике, например, строятся экономические модели. То есть они берут вот эти сначала, то есть сталкиваясь там, в реальности с разными там, экономическими там, вопросами, например, там, заработной платы, там, занятости, там, ВВП как бы, и так далее, они могут описывать это, ну, грубо говоря, словесно, в схемах экономической там, науки, которая есть. Ну, там, давать ему всему название, там, разделять там, разные типы занятости там, и прочее. А могут дальше двигаться на более абстрактный уровень и строить разные формулы там, да, по отношению к каким-то экономическим процессам. Да. Ну и дальше уже там, строить систему уравнений, вычислять эти системы уравнений, ну и чего-то там рассказывать по этому поводу. Дальше переходя к знакам первого порядка, знаков второго порядка, ну и дальше к реальности, объясняя, что там происходит в реальности. А обратное движение должно быть по всем тем же этажам, по которым движение туда? Ну, да. Ну, если, ну, то есть дисциплина научного мышления, то есть дисциплина мышления предполагает, что ты понимаешь вообще каждый шаг решения задачи. Ты понимаешь, собственно, вот эти процессы перехода. Как ты переходишь от одного к другому, там, от первого ко второму и так далее. То есть тебе есть смысл этого дела. А манипулируя на втором этаже, ты должен удерживать связь только с предыдущим этажом или со всеми этажами? Ну, я думаю, что в зависимости от того, сколько у тебя там рефлексий. Ну, то есть, например, вот Дисциплинированные. Должны удерживать все. Ну, как бы, да, но я думаю, что это невозможно, да, просто на каком-то этапе оперирования с этими знаками, то есть, вот, например, особенно в математике, да, мы уходим, ну, как бы в чистую работу с вот этой знаковой реальностью там, математики. Мы доказываем какие-то теоремы, там, опровергаем их, еще что-то делаем, но потом на определенном этапе мы с необходимостью должны соотнести, а что же мы получили, имеет это вообще физический смысл или не имеет. Там получается, что хотел что-то посчитать в реальном мире, и получилось -3. Да, ну да. Да, такое тоже бывает. Окей. Где здесь задача? Ой, мы уже забыли вообще, что задачи что-то. Ну вот, в общем, процесс решения задач, то есть методологи рассматривали вот как этот процесс перехода от оперирования там, объектами реальности к знакам и обратно. Да. То есть для решения задачи нужно как бы, ее перевести в некую знаковую форму, что-то там как бы проделать и как бы, вернуться к предметному миру. Да. И вот эти переходы от знаков к предметной ситуации и обратно и рассматривался в виде процесса решения задач. Я бы сказал, что если говорить, вот, возвращаться к тому вопросу, который я ставил в начале, типа и вопрос того, где обитают как бы, задачи, ну, каково там место определения задач, то в принципе как бы, эти задачи живут вот в этих процессах перехода от одного к другому и в процессах оперирования знаками. То есть задачи могут появляться как в самом процессе замещения знакового, то есть как это осуществляется, в каком виде как бы это может быть сделано, так и в процессах отнесения, то есть насколько справедливо это отнесение, можем ли мы как бы, эту реальность описать через полученную нами знаковую форму и прочее, так и внутри самих процессов оперирования знаниями, которые есть.
То есть задачи могут иметь, ну не знаю, грубо говоря, чисто математический, там, чисто научный, как бы, или чисто какой-то там, предметный характер определенного знания, да, и за рамками вот этого знания и этой знаковой системы, с которой мы сейчас работаем, они могут не иметь смысла. Про я ничего не помню, если честно. Ну, грубо говоря. Если это важно, то повторите еще раз. Грубо говоря, я бы сказал, что как бы, где место задач, да? Место задач в вот этих вот процессах, да, цикла жизни знания. То есть место задач как бы есть, то есть мы можем искать задачи в вопросах там, знакового замещения, да, то есть как мы строим это дело. Да. Ну, схематизация какой-то реальной проблемы или какого-то объекта представляет собой, собственно, задачу. Ну вот, как бы, один из часто задаваемых вопросов здесь, ну, да, какова структура ситуации? То есть, ну, спрашивается, что в этом месте как бы спрашивается? Спрашивается про состояние какой-то реальности, состояние вот этого объективного содержания, состояние объекта, на который там направлен взгляд. Да? Какова структура ситуации в университете? Спрашиваем. Да. Дальше как бы, представление как бы, этой системы, то есть мы нарисуем, например, какую-то схему. Да? Чаще всего как бы, самая такая простая схема – это позиционная схема. То есть структура ситуации такова, что вот здесь как бы, есть там, водолазская, у нее нет партнера там, по как бы, деятельности, вот есть разные руководители школ там, как бы, прочее. Мы как бы, решаем задачу переведения этой объективной ситуации, объективного содержания в некую знаковую форму. Это есть сама по себе задача, нетривиальная, в общем-то. В зависимости от того, какие средства у нас есть там, в наличии, так мы отобразим эту ситуацию. То есть, ну, там, социолог Оксана Шелест может отобразить эту ситуацию социологическими средствами. Там, политолог Андрей Егоров может отобразить эту ситуацию как там, политическую ситуацию. Методолог Иван Меденин может разложить это как бы, в деятельностных схемах. Но это отдельный момент. Ровно точно так же как бы, оперирование с этими схемами. Переход от одних знаков к другим, последовательность этого перехода, закономерность этого перехода, логика этого перехода, там, содержательная генетическая логика этого перехода, это тоже представляет собой ну, как бы место задачи или отдельные задачи, которые решаются. И в рамках развития вот этой вот, ну, знаковой формы или какого-то знания появляются, собственно, какие-то внутренние задачи развития как бы, этой знаковой формы. Как отдельные задачи в науке, которые есть. В математике есть сугубо математические задачи и проблемы, которые как бы, касаются, собственно, развития математики и как бы, никак не касаются объективного содержания. И они там вот как бы живут. Ну и ровно обратная ситуация. То есть, когда мы чего-то там нахрейзали на доске, когда мы построили какую-то систему уравнений и получили -3, как бы, нам нужно сказать, как это -3 соотносится с реальностью. Это тоже задача. То есть это ну, как бы то, что необходимо решить в этом процессе. Это тоже, как правило, нетривиальная задача. Ну вот то, что вы тут изобразили, оно порождается только ну, первоначальной задачей, которая вот лежит здесь. Ну, условно, можно в военных терминах. Надо взять эту высоту. Ну и дальше там как бы планшетики достают, начинают считать, сколько у них, сколько, ну, переводится в знаковую форму. Ну то есть вот этот цикл, он как бы избыточный, но он требуется, ну как это, ну если мы в лоб просто не можем взять и померить там до Солнца или до Луны. То есть Иван сейчас говорит, что на самом деле задачи лежат в плоскости объективной. Нет, я как бы говорю, что мы возвращаемся к этой схеме. А вот это задача такое один, хождение, да, а вот это вот именно этот путь, это вот этот путь, вот этот. Ну да. Так они так, собственно, как бы это и устраивали.
тогда. То есть вот эта схема атрибутивного знания, как бы схема замещения отнесения, она использовалась как бы ими как разворачивание, ну и, скажем, внутреннее содержание развития вот той задачной схемы. И дальше они вот брали как бы эту схему и переводили ее в непосредственный там, способ исследования решения задач у детей. Ну вот. Цитата. Мы считали, что основное, в том числе и при решении задач, есть эти отношения замещения и отнесения. Что значит научиться решать задачи? Это значит научиться производить замещение практического оперирования с объектами, соответствующими знаками или соответствующим языком, или соответствующей оперативной системой, проделать движение в ней, в знаках, и суметь вернуться назад. Для нас суть мышления в этих отношениях замещения и обратных отнесений знаков к объекту для нас суть мышления в этих отношениях замещения и обратных отнесений знаков к объекту, то есть суть в интенциональных отношениях. Поэтому наши представления о мышлении логики могли бы быть еще названы интенциональными. В этом смысле не операциональность выражена в этой схеме, потому что не в операциях выражается интенциональность. Интенциональность есть момент, который приносит механизм сознания. Вот тут как бы с этой интенциональностью, да, вначале как бы они думали, что вот эти вот штуки, отношения, замещения и движения в операционной системе, это суть какие-то операции или процедуры. Да? Но потом методологи поняли, что это не как бы операции и процедуры, это такие организованности знания сами по себе. То есть вот, замещение — это такая как бы организованность знания как бы в себе, она определенным образом структурирована. Движение в знаках — это такая организованность знания сама в себе. А вот эти стрелочки, которые обозначают вот эти разные способы связи с этим, это скорее интенциональность нашего мышления. То есть оно так не на самом деле как бы устроено в цикле функционирования знаний, а так мы, в общем-то, смотрим на функционирование знаний. Да? То есть интенциональность мышления, направленность мышления на решение задачи привносит туда вот такие формы оперирования со знаковой реальностью. Не разумел. Первое, то, что вы сказали, когда начали объяснять с интенциональностью, может, понятно, что вы говорили про знание. Ничего не понятно, не про Это вот, интенциональность. Вот эта вот штука, вот это вот все там, да, это представление о знании, как методолога. Сама схема это называлась схемой строения атрибутивного знания. Какая энергия нижняя? Это же одно и то же. Короче, неважно. Забудь. Селекция? С интенциональностью как бы главное, что вот эти все процедуры, которые делаются со знаками, они связаны с направленностью нашего мышления как бы, и интенциональным отношением к этому. То есть это не объективно так устроено, как бы знание, как бы, это как бы привносится в процесс там, познания, решения задачи интенциональностью субъекта, его желанием решить как бы, эту задачу. Знание. Что? Знание приносится? Что? Нет. Вот эти как бы, отношения, замещение, движение в знаках, отнесение. Все отнесение. То есть мы... Типа оно не просто идти, Оно не просто чего-то. оно для чего-то. Да. Да. И это вот в этом суть интенциональности. Да. И в этом суть как бы, этой работы. Мы хотим померить это расстояние как бы, от Земли до Луны. У нас как бы, нет линейки
некий, который может это сделать. Нам как бы необходимо как бы решать это дело. У нас есть направленность на решение этой задачи. Нам нужно заместить эту хрень какими-то знаками, которые бы соотносились с этой объективной реальностью. А затем, двигаясь в этих знаках, получить решение, которое мы можем применить к как бы наличной там, деятельностной, задачной ситуации. И вот как бы здесь, ну вот эти все процессы, они как бы интенциональны. Еще раз, вот это маленькие дельточки, это вот ее типа сам действенность, процесс отнесения. И вот процесс отнесения они обозначали вот этой дельтой и полустрелочкой как бы вверх, а процесс замещения дельтой и полустрелочкой вверх, а процесс отнесения как бы они обозначали наблой и строчкой листа. Ну, это не важно. Дельта с наблой это просто для того, чтобы ты Достаточно. понимал, что в объективном мире как бы этого не существует. Ну, в смысле, у объектов у самих по себе этого всего нет. Да. Для того, чтобы что-нибудь такое произошло, нужно приложить к этому усилия. Второе масштабное начало. Вот. И он объект уже такой немножечко измененный, он уже с дельтой получается, как только ты приложил к нему усилия. Хотя ему объекту наплевать на самом Вот деле. это, ну, это типа интенциональность выражается этой дельточкой, по сути. Интенциональность это характеристика там, этих процессов, откуда они появляются, их источника. Ну, окей. Я думаю, что это вот количество всяких дельточек и все такое, это, ну, просто это, тогда большое, как бы, желание отстраиваться от натуралистических этих самых подходов, ну, как бы, и всегда подчеркивать, что как только мы что-нибудь делаем с миром, ну, в смысле, вот, что-то мы делаем с объектами, этого в объектах самих нет. Это мы сделали, это мы уже потрогали руками, как бы. Это просто у этого самого Зинова его в этом в диссертации был прекрасный. Оно просто очень прекрасно описано, и там вот, ну, как это чувствуется, это постоянное акцентирование, как бы, ну, того, что как только мы провели хоть какую-то операцию, там мыслительную еще какую-нибудь, как бы, мы уже имеем дело не с объектом внешнего мира, не с природным объектом, а с объектом внешнего мира, как бы взятым в нашем отношении к нему. Поэтому я думаю, что вся эта вот графика, она, ну, на это как бы указывает. Она вот Оксана очень хорошо это Ты не объяснила. перепутал это с реальными иксами. Языковые игры. Ну, там всякие байки в там, организации руководства управления. Там, у МГП есть там цикл лекций, он тоже там, про это в нескольких местах пишет, там, говоря о том, что, например, когда мы как исследователи выстраиваем схему какого-то объекта, то есть два отношения к этому. Формальное, мы начинаем воспринимать как бы эту схему как реальное изображение объекта. Да? Но это тупо, говорит Щедровицкий. Настоящий как бы, аналитик и управленец, он в этом месте понимает то, что схема – это знаковое изображение, а реальность – это реальность, которая существует. И он всегда удерживает два этих плана движения в своем рассуждении. Ну и в каком-то другом месте в этой же книжке он рассказывает про хитрых англичан, которые хотели побудить какого-то африканского вождя там, воевать с другими племенами, вести войну. А он не понимал, что такое война. Да? Потому что такое в как бы, традиционном этом обществе война? Но это побежали, как бы стырили там какую-то вещь, там, ну или там убили какого-то как бы, одного человека, потом ну, как бы, общий праздник, перемирие там, и как бы все как бы заканчивается. А экспансия, территориальный захват, там, контроль над ресурсами, этого всего в мышлении у африканцев не присутствует. Тогда англичане взяли, построили ему модель, там, ну, вот, хорошую такую натурную модель там, с войсками, этими человечками, там, территорией там, и так далее, и научили его играть, ну, как бы в войну, как бы захват и так далее. Ну и как бы проходит год, они приезжают, значит, все в реальности остается так же, как и было, как бы зато в этой как бы игрушки, которые как бы ему дали, у него там захватнические войны там, и все так далее. Но он спрашивает, а что ты как бы ну, не переносишь? Он говорит, да зачем? У меня и так все хорошо. Я вот здесь все захватил, как бы в знак. Как бы нахрен мне отправлять куда-то там своих людей. Итак, как бы, ну это вот, опять же, определенный как бы этап размышления о задачах и решении задач. Сколько у нас еще времени? Для чего?
Дальше там, методологии, там, исторический как бы, этап там, размышлений сменяется как бы, деятельностным подходом, когда они начинают понимать мышление как деятельность, да, и рассматривать там, мышление в деятельностных схемах. Ну, вообще вот общий ход размышлений в методологии, он характеризуется тем, что методология как бы, это мышление о мире. И Владимир Яковлевич Дубровский зарисовывал это в такой вот забавной схеме, которая мне понравилась, что у нас есть мышление, и в этом мышлении есть место для мира. Мышление как бы схватывает мир, как бы познает его, а методологическое мышление – это такой ход, как бы мышление о мышлении о мире. Вот методологи в как бы, развитии там, методологических представлений, они постоянно чего-то подкладывали на место этого мира, там, меняя различные наполнения этого функционального места в своих представлениях. Да? То есть это могло быть там, мышление о задачах, да? Там, мышление о деятельности, там, мышление о мышлении. Что это стрелка о педагогике. указывает на мышление? Она как бы вот, На то и на что то. да. Мышление, да. Хвостик что-то вот так. Так. Вот. И, в общем, фактически на разных этапах они сменяли это место мира там, разными штуками. На каком-то этапе они сказали, мир это деятельность. Соответственно, как бы мышление как бы, мы можем понять, как деятельность решили они, и как бы начали колбасить теорию деятельности, разрабатывать разные схемы деятельности и решать разные вопросы. То есть они, например, спрашивали, а как разные деятельности связаны друг с другом? Или там, как организован универсум деятельности как таковой. То есть, поскольку это же мышление о мире, которое деятельность, то надо вот, как бы понять, как устроено как бы, это дело. Как транслируется и реализовывается деятельность, какова минимальная структура там, или клетка деятельности. И как бы здесь в как бы, решении этих вопросов, то есть задачи, они появляются в разных местах этих рассуждений. В частности, когда методологи там, пытаются выяснить там, минимальную там, клетку деятельности, они приходят к пониманию акта деятельности. То есть они выделяют минимальный акт в процессе деятельности. И, как вы знаете, схема акта деятельности предполагает несколько таких элементов. То есть она предполагает место для деятеля, у которого есть табло сознания, который разворачивает какую-то деятельность, которую можно представить в том числе как набор каких-то таких операций. Эта деятельность направлена на материал деятельности, и смысл лежит в получении из этого материала какого-то продукта деятельности. Для организации этой деятельности применяются средства различные. Что это вот червяки у тебя там получилось? А червяки вот эти, которые Вот это что да? Операция. А, это операция. То есть деятельность можно может быть, представить в различных. виде как бы, различных как бы, операций. И этот процесс преобразования из материала в продукт тоже может быть организован в какую-то этапность этого процесса. И как бы вот в этой схеме рисуется еще всегда отдельное место. Что туда помещается? Тоже уже есть. Такое вот место.
получается цель или задача. Почекай, я квадратик это что? Вот это Ну, табло сознания. Так это разве не там цель или задача? ну а чему? Ну, что ты смеешься? Классический, ну, в смысле, все зарисовки, которыми мы пользуются, или именно там, И там, и... в табле. Ну, То есть там представления, нормы, как бы там, знания, и все такое, и цели. Вот вынужден вас разочаровать. То есть вы брали нам все эти годы. Нет, не врали все эти годы, но цель или задача в схеме акта деятельности почему-то как бы всегда выносилась отдельно. Только на объект Я вообще на всех 3 уровнях А рисовал. к чему она-то вообще имеет отношение? То есть тут как бы... ну ладно. Да, целый заруб был по поводу акта деятельности, где мы разбирались, куда засунуть эту задачу, и мы там засунули ее Везде. прям, да, Трехэтажный продукт процесс. в табло и еще куда-то. И смотрите, на самом деле как бы задача, ну вот даже в принципе здесь зарисовка сама по себе, вот эта вот зарисовка схемы акта деятельности, которая похожа на организацию чего-то целостного, да, как бы, она ведь на самом деле топическая зарисовка. То есть мы можем как бы взять и как бы все эти элементы там, реорганизовать по-другому, просто там списочно там написать. Нет, понятно, що топічне, але питання тут до чому розне топи. Сознание. Ну, типа, что такое за топ, где лежит этой задачи? Ну, и Отдельный топ. А чему она собой? Любую схему. табло сознания, а дальше цель, а Табло сознания, задача, нам не в табло сознания, а почему нам не в табло сознания? место для деятеля, средства, Да понятно. средства, А почему нам не в табло процесс, сознания задачи? процесс, материал, продукт, ну и так далее. Я хочу сказать, что по барабану, куда его. Я хочу сказать, что задачу можно рассматривать как отдельный топ в схеме акта деятельности. Можно, але какая рациональность в этом? Рациональность в этом, то, что как бы задача как бы, имеет отношение к организации всех элементов схемы акта деятельности. То есть как бы мы не можем засунуть задачу в продукт. Почему? Это же, например, продукты есть решение задачи. Продукт Есть есть схему, другой элемент схемы засунуть не можешь. точно. Засунуть продукт в табло сознания так же глупо, как засовывать задачу в материал, например. А какого хрена вы засовываете тогда цель в табло сознания? А что еще там? Так давайте... Потому что там В табле уже сознания все до хрена чего. Ну, В табле сознания знания, Ну, как бы, которые есть там. Типа, так про давайте продукт, вынесем материал и всё так далее. попробуем. Есть нормы деятельности, которые там лежат. Есть всякие средства, которые организуют это здесь, эталонные образцы и прочая муть, которые там есть. Там же лежит, там, не знаю, место интенциональности сознания, всякие мотивы как бы, и прочее, которые требуются Цель задачи для там. организации деятельности. Представление как бы, о целях как бы, и задачах нормированной Если там деятельности. институциональность мотивации, то цель и задача тоже там. Вспоминайте прошлую лекцию. Ну, как бы, Я это же тоже одного слушаю. порядка вещи. Ну, в смысле, они Смотрите, разные, как бы, но Вот переводимые. методологи, Связи. они постоянно боролись с, возможно, опять же, как бы это зарисовка такая, которая используется. Потому что вначале вообще никаких вот этих человечков, ну, вот именно такой организации схемы не было. Это были просто такие как бы квадратики, в которых было написано там задача, там место деятеля, процесс, там, структура средства. И они там организовывали стрелочками. Это уже на поздних этапах изучают такой способ зарисовки акта деятельности. Так вот, методологи пытались избавиться там, в разных представлениях и о знаниях, там, и, как бы, и о задаче, и о деятельности от психологизмов там, разных. Да. Поэтому и как бы, цели и задачи как таковые, они приписывались не сознанию, да,
а приписывались деятельности. В деятельности как бы есть там цели как бы, и разные задачи. Нормы деятельности, значит, приписывались сознанию. Нормы деятельности не приписывались сознанию. Но они же на табле сознания. Это их типа нормально вообще психоорганизм. Ну, то есть, если мы перестаем воспринимать это место для табла сознания как психологическую или психологизированную вещь, которая имеет отношение к индивидуальному сознанию, Да. воспринимаем это как место, я не знаю, там, культуры знаний, ну, в общем, идеальных всяких идеальных вещей, Да. самую, да, то, в общем, почему там не могут быть цели задачи? Могут. Ага. Нет, так я же не говорю, что, как бы, что они не могут, но как бы, я как бы выношу как бы, это отдельно, скорее там, в плане исторического разворачивания этого дела. А дальше, как бы, если мы победили психологизм сам по себе, то, в общем, мы можем разместить там, цели как бы, и задачи в как бы, табло сознания. Но я бы все равно в как бы, скажем так, дидактической режиме я бы вынес цели и задачу отдельно и сказал бы, что все как бы, элементы акта деятельности организуются задачей, да, или подчинены задаче. Да? То есть в там, задаче есть какое-то представление там, о продукте и материале в там, задачном виде, которое как бы, есть в схеме, о необходимых средствах там, решения, которое было, о необходимой организации сознания для решения этой задачи, да? О том типе деятеля, который способен решить эту задачу и так далее. Вот, но это просто, ну, скажем так, способ рассмотрения там, деятельности как подчиненной как бы, решению определенных задач. Да? И можно так на деятельность посмотреть, что всякая как бы, деятельность она подчинена решению этой определенной задачи, особенно вот в как бы, минимальном режиме этого акта деятельности. Так, а слухай, а статус основания задачи на какой? Положительно. Статус... Ну, типа, это... Существует. Ну, мы не то, что там существует, а... Ну, только... Можем сказать, что там задача объективно иснует. Вот смотри. Ну, типа, вот она как бы... И вот... Нормированной деятельности, да? Вот смотри, где... Вот я все это время... Откуда она берется? Я все это время пытаюсь как бы рассказать, а где существует задача, да? Ну, где область определения задач? Да. Область определения задач где-то там в мышлении, да? То есть в мышлении специально как бы вот, в процессах разворачивания мышления есть место для задач. То есть мышление задачно как бы ориентировано. Мышление в упрощении – это решение задач. Дальше мы говорим о том, что задачи как бы находятся в знании и способах оперирования сознанием, в цикле существования знания. Там место задач. Потом, там я говорю, задачи, они находятся в деятельности. Поэтому, когда ты спрашиваешь, как бы, а где, ну, как бы, откуда берется задача, почему ты не спрашиваешь, откуда берется деятель? Они оттуда же берутся, откуда и задачи. В условиях... В задаче написано, должен быть деятель такого-то типа, размера. В деятельности есть деятели, как бы, есть задачи. Да? Вот. Но задачи главнее, ты говоришь. Я говорю, А что главнее, то относительно того и возникает вопрос. Ну что главнее здесь на самом Потому что деле... это значит, что деятели можно способ менять по рассмотреть. собственному усмотрению, а задача как бы... У меня просто такое ощущение, что в деятельности задачи уже присутствуют в каком-то другом виде, нежели вот до того, в том, как мы все обсуждали. Потому что, Не будет. условная деятельность это как конвейер, какая там задача, то есть она уже, она уже запрограммирована, то есть она, колбасит как бы, Вот, да. и типа вот как бы, выполняет, то есть как бы, то есть я как бы даже не могу понять, как бы, зачем она там вставлена. Смотри, как бы задача как бы появляется в акте деятельности, а не в деятельности.
то есть минимальная единица деятельности – это еще не как бы вся деятельность, да? То есть не как бы описание универсума деятельности. Это как первое замечание. Второе как бы замечание, то есть я согласен с тобой, что деятельность – это вот этот замкнутый цикл там, производства, и оно нормосообразно. Если есть норма, она реализуется, она транслируется, то деятельность воспроизводится, как бы, и никаких задач там нету. Да? Нету никаких ни целей, ни задач. То есть деятельность, она бесцельна, она просто вот, нормосообразна, повторяемо как бы, реализуется по всегда заданному образцу. Да? Никаких задач там, в общем-то, как бы, нету. Ну, а в акте как она появляется? Тут просто много разных... А вот представить себе акт деятельности как бы без задачи, вообще говоря, как бы очень сложно, там, без целей как бы, и задач. Что в минимальном там, акте деятельности, то есть мы должны как бы, стремиться к достижению там, чего-то, да, к получению этого продукта. Вот эту как бы, интенциональность на получение как бы, этого продукта нужно куда-то положить. Мы его как бы, можем запихнуть в цель или задачу. То есть цель-то, в общем-то, как бы, это же не то же самое, что продукт. А еще часто бывает так, что мы ставим цель какую-то в как бы, деятельности, а потом не достигаем как бы, этой цели. Либо полученный продукт не соответствует тому, чего мы хотели там, достичь в цели. Мы фиксируем эту разницу там, в там, рефлексии, переполагаем наши как бы, цели. Мне кажется, ты сейчас рассказываешь про уже контур управления актом деятельности. И вот там, возможно, как бы место уже задачи можно было бы найти. Но сам акт деятельности, это условно, как бы, не выглядит там, что там нужна вообще задача. То есть, если он снабжен полностью нормами, как бы, всем необходимыми знаниями, нет там задач. Он просто берет там со своего табла задач, и все, и как швейная машинка. Там операции, там типа операции, правильно? Как бы, и профит. Вот. Если ты пытаешься сказать, что как бы задача выполняет функцию как бы мотивации, типа, чтобы он вообще это как бы, крутилось эти колесики. То есть она как, не впихуется она что-то в эту схему для меня. То есть я не... я не знаю, с целью тоже было как бы сложно. То есть... Куда бы ты ни засунул цель в схеме акта деятельности, она там есть. То есть ты ее должен куда-то засунуть. Сюда ли ты ее засунешь, просто хотя бы как представление о желаемом продукте. Ты с необходимостью должен эту цель куда-то впихнуть. Но тут это путается с задачами и с этими целями, задачами и схемой акта деятельности. Она вот на этом разница между тобой и мной, которая сейчас появляется, она как бы там присутствует. Да? Вот и механизированная как бы, деятельность, она там бессубъектна и безобъектна. Говорит Щедровицкий, там, да, деятельность, да, повторяемая, там, или там, как бы, тогда откуда там задачи там, берутся. Вот. Мацкевич он еще разводил когда-то работу и деятельность, да. Он говорил, что... Целесообразно. Деятельность же не только нормосообразна, но и целесообразна. Деятельность нормосообразна. А что целесообразно? Работа. Да ладно. Как бы это, я говорю, вот схема развлечения, которую... Вот я могу себе представить, что задача может появиться, если вот как бы есть вот некий акт деятельности, но тут чего-то не хватает. И тогда у этого, как бы деятеля встает задача, как это, восполнить. Не знаю, инструментов не хватает, как бы, или там, задачи возникают деятельности на деятельности. То есть, как бы вот дырки вот в этом штуке может как бы восприниматься как задача для того, кто это осуществляет. Но в другом случае, как Давай подвесим этот вопрос. Давай подвесим этот вопрос с задачами в акте деятельности и двинемся дальше. Да? Потому что ты, в принципе, в логике дальнейшего разворачивания что-то спрашиваешь.
в представлении там, о мире как о деятельности, то есть вот, деятельность представлялась как такой как бы достаточно замкнутый универсум с одной стороны, а с другой стороны там разные деятельности, они выстраивались в некие производственные цепочки, связанные. То есть вот, можно было зарисовывать, что существует деятельность 1, и она связана с деятельностью 2. Ну, грубо говоря, в одной деятельности могут получаться какие-то там продукты, которые являются потом средствами для другой деятельности. В, там, я не знаю, там, в производстве там, всяких инфомастеров появляются инфомастеры как продукт, который затем используется как средство педагогической деятельности, как инструмент там, рисования на доске. Да? Ну и так далее. То есть весь универсум деятельности представляется как связанные цепочки как бы, этих деятельностей. Но сама ситуация сцепки деятельности, да, между собой представляет собой нетривиальную как бы, задачу. Да? Что, то есть смысл получения как бы, одного продукта в одной деятельности, использование как бы, этого в другой деятельности, это ну, не само собой как бы, разумеющиеся вещи. Поэтому задача, как бы, она как бы, рассматривалась как что-то, что как бы, организует связь разных деятельностей. Да? Я скажу там на примере того, как они, методологи, исследовали там, процесс решения задач у детей, вот у этих дошкольников. Они чего делали? То есть они имели представление о схеме строения этого атрибутивного знания, о том, что там, предметы там, в реальности они заменяются, ну, эти предметные совокупности, они заменяются какими-то знаками, да? Ну и обратные как бы, вещи там происходят. И они как бы давали там палочки детям, ну, то есть какую-то предметную совокупность, из которых они там собирали, там разбирали, там решение, давали задачу, как бы дети переводили эту задачу в предметную совокупность какую-то, там решали эти задачи на палочках каким-то образом, потом давали какой-то ответ, да, то есть переводили обратно в какую-то знаковую форму там, решения этой задачи. И как бы, рассуждение методологов тогда двигалось к тому, а как вот эта задача счета, как бы, к чему она вообще привязана. Ну, этот счет и решение как бы, этих задач там, на сложение и вычитание, как бы, как оно связано с предметными практическими ситуациями, там, практическими деятельностными там, вопросами. Да. И тогда они там, разделяли там, разную, то есть, ну, представляли себе, что изначально вопросы там, счета у людей появлялись тогда, когда ставилась задача какое-то количество предметов из одного места как бы, принести в как бы, другое место. Да? То есть, например, нам как бы, нужно как бы, принести яблоки со склада как бы, и раздать как бы, людям в там, другой комнате, накормить этих. Да? Это как бы, разные как бы, предметные совокупности и разные, в принципе, практические ситуации, одна из которых связана с хранением, грубо говоря, яблок, а другая ситуация связана с кормлением этими яблоками как бы, людей. Тогда, чтобы принести какое-то количество, нужно пойти в комнату, пересчитать какое-то количество людей, которые там есть, прийти в комнату, где хранятся яблоки, отсчитать количество яблок, соответствующее как бы, этим людям, и перенести как бы, это в другую комнату. И в этом месте, вот когда он посчитал этих людей, то есть это одна операция, операция счета, пересчета. Ему нужно получить вот это количество, которое есть. Это одна операция. И он как бы, получил вот это знаковое отображение
Потом он понес это в другую деятельность, как бы в хранение. Там, да? Ему нужно произвести другую операцию, отсчета в соответствии с как бы полученным вот этим числом. Да? И он как бы совершает вот эти процедуры знакового как бы замещения и отнесения знаков к как бы реальным объектам предметной совокупности, к яблокам в данном случае. Схватили? Ты хочешь сказать, что это разный счет? Ну, в смысле, это разные операции. Но они так как бы рассуждают, что счет вот, такой, ну, например... То есть, ну, как бы, вот число 20 я получил в результате того, что пересчитал людей, значит, это как бы туда вход, а потом я с этими 20 пришел и... Отсчитал, соответственно, это обратная яблоки операция. считаю, это Да. обратная операция. Да. Трындец. Ну, по крайней мере, в этой схеме ну, вот, отнесения замещения, как бы это так и происходит. Ну, в принципе, да. Как бы. И причем... Потому что для того, чтобы мне отсчитать 20 яблок, мне нужно помнить, нафига мне нужно 20 яблок, и почему их должно быть 20, потому что если несу 22, все равно сажу. И Да? смотри, как бы он здесь как бы посчитал людей, как бы перевел их в число, как бы понес число. И затем как бы отнес их к другой предметной совокупности, как бы это число. А к чему это прикладывает? Что же Ну, К ладно. тому, что деятельности Связано. связаны друг с другом, да? И перенос как бы, образований, полученных в одной деятельности, в употребление в другую деятельность, да? Это порождает В задачу. использовании, оно порождает задачу. Это само по себе как бы место существования задач. Ну, так почекай, ну, по мне, так, перший раз, коли эти дійності стикуються, то там возникает задача, а потом это просто операция. Ну, чому, чи там вещая задача? Я не разумею, чему. То есть, вот, грубо говоря, можно это все заменить на робота. И он с этим справится. И ему не надо будет как бы заниматься решением задач. То есть посчитал число людей, умножил на коэффициент, сколько каждому нужно яблок, приехал на склад, взял яблоки, отдал людям. Все. То есть это можно, ну, как превратить в единый акт деятельности даже, я бы так сказал. Где на выходе накормленные люди. Ну, и мышления там не треба. Ну, и решения задач нет. Вот этот вот штука с обеспечением связи как бы разных деятельностей, да, оно может быть представлено как задача. Там существует задача. Ну там В единственное разрыве решаемое. В разрыве между разными деятельностями, да, ну вот есть, например, как бы такая сфера деятельности, как образование. Как бы, а есть такая сфера деятельности, как экономика. Образование выпускает специалистов на как бы, рынок труда, которые потом идут и функционируют как экономическая сила. С момента существования образования существует такая задача – обеспечение соответствия кадров рынку труда. Ну, с определенного этапа, скажем, там, в 50-х годах как бы это уже точно осознается и появляется. Это, блин, не роботизированная задача. Ну, как бы рынка там не было у методологов, да, как бы были распределения. Ну, то есть, как бы решается вот таким способом, без... Ну, неважно, обеспечение, но не было здесь производства, здесь образование, здесь производство, обеспечение кадров для производства. Эта задача нетривиально как бы решается. Ну, после того, как она, ну, вот опять же, если вспомнить, что есть процесс решения, а есть уже решенная задача, после того, как она решена, она превращается в цепочку актов деятельности и просто как бы гонится. Точно. После того, как она решена, то это может быть нормировано как решение. Это тоже, кстати, методологи как бы разбирали в задачах там, трансляции. То есть как появляются новые способы решения как бы, новой деятельности, и как они транслируются. Да? Тогда да, как бы, когда мы эту задачу решили, то для того, чтобы эта задача стала как бы, нормой, нужно как бы, провести еще одну как бы, специальную как бы, операцию. Это как бы, рефлексия как бы, и нормировка как бы, через этого дела. То есть просто так, если мы решили задачу один раз,
но без осуществления рефлексии этого решения, анализа этого решения и нормировки его, оно не становится никогда этим самым культурной как бы нормой, которая потом воспроизводится. Ну, То есть то, о чем ты говоришь, да, оно так, ну, как бы должно быть. Но не всякая вот эта, ну, как бы деятельность и решение задач в деятельности, новые способы решения задач попадают в культуру. Более того, в сложно организованном мире деятельности требуется специальная как бы работа по как бы рефлексии и нормировке. Тут так само то есть питання, коли ми подвесили возникает. Так, а вот там, куда ты поставил пересечение, там на задачи, там уже решение задачи находится. Тут находится решение Там задачи на происходит- пересечении деятельности. Там происходит решение задачи. Ну, Она окей. возникает задача, и, соответственно, То есть, по большому счету, мне как бы сейчас все равно. Как бы там решается стандартная задача, да, как бы, которая есть, для которой есть способ решения, либо там решается новая задача. Я говорю, что задачи существуют вот на этом этапе разрывности деятельности. То есть разных деятельностей как бы, и как бы, связи разных деятельностей. Так, а чему ты бы еще вот рассказать про это пересечение деятельности? То есть, что там возникает задача, а тут какие еще некие іншие места возникновения задачи? Типа, ну, и ты зараз все переличиваешь. Я вот вам уже назвал как бы, много мест. Задачи в мышлении, как бы лежат. Задачи лежат в знании, Ты функционировании. рассказываешь, Задачи как лежат в историю деятельности. изменения представлений. Я рассказываю это скорее как про размышления, как бы, о задачах, исходя из разных как бы, аспектов. Да? То есть они смотрели как бы, на задачи, исходя из представлений как бы, из рамки мышления, функционирования. Они смотрели как бы, на это откуда? Вот, как бы, из деятельности и функционирования задач в деятельности. Да? Пока как бы, я не имею, ну вот на самом деле у меня нету чего-то, что я могу вам предложить в виде целостной антологии задач. Пока как бы, я вам могу предложить, ну вот, как бы, если хотите, вот эту штуку, да. То есть мы берем такой как бы, объект, как задача, и рассматриваем как бы, его в разных фокусах там, предметных срезов. Да? То есть, и вот как бы мы берем там, содержательно-генетическая как бы, логика, и как там смотрелось на задачу. Получаем какой-то кусочек представления задач. Да? Мы берем как бы, и смотрим на то, как в деятельностных схемах представлялась задача. Получаем какой-то кусочек представления как бы, о задаче. А дальше, конечно, как бы, логично встает вопрос, как бы, а как это все конфигурируется? Каким образом мы можем как бы, сложить все эти методологии, потому что все это существует в рамках СМД, представление задач. Да? Как мы должны как бы, выстроить целостное представление о задаче и как бы, процессах решения задачи в методологии. Это охрененная задача, интересная, кстати. Так почекай, так много людей. Вот. Ты рассказывал генеалогично, да, якби, як розвивалося там, ну, типа, от діяльність підходить лише по великому рахунку, ну, здимає от, як там, ну, генетичний підход. Чи ні? Нет. Стяжательний. Псевдогенетическая реконструкция, как бы, реконструкция развития, это такой прием как бы, в мышлении, который используется в методологии. История СНД, она, понимаешь, она не такая, типа, вот мы тут шли, как бы дошли до какого-то момента, сняли предыдущий этап, следующий, мы пошли дальше. То есть, я так понимаю, что там просто смена, ну вот, не знаю, смена ракурсов, задачи материала, с которым работают, она не в смысле мы следующим этапом, ну вот как
как с Просто наукой, да, как мы разные снимаем предыдущий. Да. уровни. Это просто как бы вообще как бы разные сферы как бы деятельности, которыми я занимаюсь, ну, в смысле, там разные материалы, с которыми я не работаю. Ну да. Поэтому он так не, ну, как-то не выстраивается, знаешь, ну, то есть это не движение по ступенькам вверх. Именно поэтому так тяжело потом все сложить. Хорошо было бы, если бы следующие наработки как-нибудь отрицали предыдущие или включали. Не, они там, в общем, включены, да. Я потом Да? ну, постараюсь показать, ну, по крайней мере, как вот эти задачные представления комплексировались в схеме мыследеятельности. Они включены, но не сняты. Ну, то есть это нельзя рассматривать как снятие. Если я Ну, всё правильно нету, понимаю. да. Потому Это что там как бы отдельный, собственное содержание все равно остается в остается, собственно, то есть вот каждом из видений. отдельно, скажем так, методологической теории задач или вот там отдельного, не знаю, там СМД задачологии, как бы у меня нету, у нас нету. Но это можно строить. Это вообще как бы крайне интересная интеллектуальная задача сама по себе. Город, не злоупотребляй этим словом уже. Каким задачам? Да. Ладно, не важно. Еще раз вернемся тогда к этому. Я сейчас как бы договорю, что я хочу, последние такты, и на этом закончим. Как бы поскольку деятельности как бы разные сами по себе, они представляются в некотором смысле замкнутым универсум, то задача сочленения деятельностей разных в производственные какие-то цепочки, она представляет собой ну, отдельный вопрос, да? И натуральным местом существования задач является вот этот вот момент сцепки разных деятельностей. Да? Но, кроме того, в самой деятельности, да, изображаем мы ее как акт деятельности, либо изображаем ли мы деятельность в схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Я очень схематически как бы нарисую. Норма. Реализуется в ситуации, и она транслируется. Реализуется и транслируется. Как бы мы, в общем, не представляли как бы деятельность, сама по себе там, вопрос воспроизводства как бы, и функционирования деятельности, он не такой простой, потому что, с одной стороны, деятельность – это определенный автоматизм, да? Она должна воспроизводиться всегда в одинаковом виде. Но такого ну, в натурном исполнении в ситуации никогда не бывает, потому что каждый раз там, реализация как бы, нормы происходит в некой как бы, новой ситуации, отличной от ситуации 1. То есть ситуация 1, она одним образом организована, есть ситуация 2, в которой как бы, она по-другому организована. То есть ну, деятельность может осуществляться, не знаю, там, разными деятелями. Сначала как бы, это делал один человек, потом как бы, его должен заместить другой человек. Как бы, средства деятельности, они могут поменяться. Ну, не знаю, там, я прихожу в аудиторию, фломастеров нету, там, да, как бы нужно как-то решать вот этот разрыв, который организует. Утрачено, например, знание про то, как эта деятельность как бы работает. Да. Где-то в какой-то там книжке кто-то из этих проектировщиков там рассказывал там байку про то, как он организовывал завод и ну, налаживал там деятельность там, и писал всякие как бы, инструкции по организации того, как должны там работать эти цеха, чего они там производят, как они там взаимодействуют друг с другом там, и так далее. И вот это была вся эта проектировочная документация, которую они нарабатывали по функционированию завода. А потом как бы он уволился как бы оттуда, и завод какое-то время проработал, там лет 20, да, и настал как бы, этап реорганизации завода. То есть возникла потребность переорганизовать ту деятельность, которая есть, для того, чтобы она была там, более эффективной. И оказалось, что никто не понимает, как функционирует завод. То есть оно вот работает как бы, по традиции, там, да, по традиции, но никаких письменных как бы, описаний и описаний взаимосвязи там, разных компонентов работы завода нет. И они тогда вызывают этого мужика,
который приходит, как бы тоже ни хрена, в общем, не понимает, ему приходится восстанавливать ту старую документацию, которая была, как оно там было, и, в общем, вот работать с восстановлением этого знания. То есть и эти вопросы в реализации и трансляции деятельности возникают постоянно. То есть возникает постоянный разрыв между там, деятелем и ну, то есть наполнением, например, места деятеля и тем знанием, которое необходимо для реализации этой деятельности. Между деятелем и средствами, между материалом, как бы, средствами там, и так далее. То есть ну, разрывы в деятельности как бы, могут проходить как бы, в разных случайных местах, и они требуют там, определенной компенсации. То есть задачи в этом месте, это опять же как бы, их место там, определения, это разрывы в деятельности. Да? И там, задачи решаются для как бы, ну, склеивания как бы, этой деятельности вместе. Поэтому как бы, ну, как бы задачи ну, постоянно появляются в любой как бы, организованной деятельности. Особенно дезорганизованной. Вот. Ну и последнее, что хотела сказать, это ну, немного конкретизация вот этой схемы про связку различных деятельностей. Да. Это схема контура порождения, контура употребления, которую ввел Мацкевич. То есть мы можем рассматривать организацию связи с деятельностью как бы такую связь, когда у нас существует контур порождения, где, в общем-то, ну, появляются какие-то продукты этой деятельности, но которые в этой деятельности не употребляются, а употребляются в другой деятельности. Тогда нам необходимо, кроме этого контура порождения, вводить еще контур употребления. И, в общем-то, задачи, которые ставятся по поводу продуктов в контуре порождения, они не могут сами по себе решаться без того, чтобы учитывать, в общем, куда это употребляется, без как бы, понимания того, что происходит в контуре употребления. И тогда вот эта вот штука... Они не оттуда ставятся? Ну, сами по себе задачи на то, что происходит в контуре порождения, ставятся не из... Ну, вот смотри, вот с этой штукой, с образованием и рынком труда, с образованием и производством, да, что образование, оно, ну, как бы самозамкнутая система, как бы оно само себе набирает, само себе выпускает там, и так далее. И там дальше в системе образования мы домысливаем, куда это употребляется. То есть нам автоматически задачи из контура употребления в контур порождения не приносятся. То есть это как бы особая мыслительная как бы, работа, требующая ну, как бы, своего решения. То же самое с там, контуром употребления. То есть контур порождения, в общем, не обязательно присылает то, что нам нужно. И в этом месте как бы, адаптация в контуре порождения того, что производится в контуре употребления, это особая задача. Это вот как Водолазская жалуется про воображаемого меня, к которому на курс приходят люди, образованные в там, другой системе как бы, образования, но когда я начинаю их употреблять в своей образовательной деятельности, материал оказывается негодным. Никто не понимает вообще, чего я говорю, зачем я это говорю, почему я это говорю там, как бы, и так далее. То есть им как бы, не хватает определенного там, уровня для того, чтобы там, продолжать как бы, обучение в контуре употребления культурной политики, там, методологии там, и так далее. Поэтому вот здесь появляется задача.
это еще одно место для задач. Вот могу вам прочитать про то, как это описывали методологи, пытаясь думать про это на еще этапе исследования мышления у детей. Да? Важно здесь специально отметить, что деятельность 2, посредством которой осуществляется сопоставление предметных и знаковых элементов второй ситуации, зависит от 3 моментов. Характера предметного преобразования совокупности, вопроса, выделяемого более широкой жизненной и, в частности, производственной ситуации, характера тех заместителей, которые были получены в первой ситуации и перешли во вторую. Деятельность 1, посредством которой в первой ситуации получаются заместители, в свою очередь, зависит также от 3 моментов. Характера предметного преобразования совокупности, возможного характера деятельности 2, и таким образом опосредованно также и от вопроса некоторых случайных обстоятельств, определяемых более широкой жизненной ситуацией. Например, не удалось создать заместителя всей совокупности X, зато можно получить заместителя части Y. Ну и так далее. То есть, говорится о том, что деятельности эти связаны. Характер того, что происходит с задачей здесь и решением задачи, зависит как от деятельности 1, как от контура порождения, так и от контура употребления. И также от, собственно, характеристик того, что происходит внутри решения задачи в связи с восстановлением ситуации деятельности, в которой эта задача появилась, и контуром употребления, в который это будет конвертировано. Ну и разными знаковыми средствами, которые там употребляются при непосредственном разрешении этой задачи. Ну вот так. Так, и что ты будешь дальше делать? Рассказывать про, в смысле, устанавливать какие разность теперь всех этих задач, которые находятся в разных местах, или что? То есть ты там нашел их везде, то есть, в любой рамке, в которой не посмотри, можно найти определенного рода, видение, в смысле, получить какой-то этот свет. А что ты дальше будешь делать? Смотрите, мне нужно ввести некоторую антологию задач, да? Я ввожу там разные кусочки этого онтологического представления, о том, что такое задача, да? То есть и того, как задача существует. То есть она существует как часть деятельности, да? Она существует не только как часть деятельности, но и как способ компенсации разрывов в этой деятельности. Она может быть осмыслена и должна обосмысляться, когда мы говорим о задаче, в связи контура порождения и контура употребления. Эта задача может решаться и решается не путем непосредственного предметного оперирования, но и в том числе в знаковых формах и через многоплоскостные формы разворачивания этого знания, которое есть. То есть задача, онтология задачи, это такая сложная хрень, в которой упакованы много разных слоев. Да? И мы можем идти, то есть от непосредственно мыслительных каких-то форм решения задач к деятельностным представлениям о задаче и наоборот, двигаясь туда и сюда, представляя, собственно, что такое задача и как она фурычит. Забыл вам еще одну вещь сказать. Это по поводу задачи и акта деятельности, да, и того, как организация, то есть наличие задачи организует саму деятельность. Это байка про этого нарцисса Аха, которого Маскевич очень любит. Он заметил, что понятия у людей, они могут, то есть они зависят от задач, которую они решают. То есть человек может сформировать понятие в соответствии с той задачей, которую он решает. И это просто байка забавная, потому что нарцисс Ах раздавал людям разные предметы.
Ну, там, например, разные формы, разного веса и так далее. И привешивал к ним разные таблички. Там. Но они там могли называться там хрентики, шпунтики, вянтики, там еще там какие-нибудь такие как бы несуществующие слова. А потом предлагалась задача классификации. Да? И как бы люди сортировали как бы эти предметы по шпунтичности, там, винтичности, хрентичности там, и так далее, в этом месте образовывая понятие, приписывая содержание понятия к совершенно бессмысленным как бы, словам. Да? Поэтому как бы задача в этом месте организует, то есть направленность сознания на решение задач организует, в общем-то, наши представления как бы, понятийные, необходимые для решения этой задачи. Поэтому табло сознания, в смысле, организация табло сознания, она тоже подчинена как бы, решению задач. Вот, что мне еще вам нужно рассказать? Наверное, ничего уже, да? Сейчас уже ничего. Все, тогда у меня остался еще один маленький кусочек дорассказать вот в этой же логике различных представлений о задачах, связанных с развитием представления о коммуникации и мыследеятельности, месте задач как бы в этом месте. Вот. И дальше ну, про там, всякие структурно-элементарные представления задачи, ну и всякие разные упражнения на решение как бы, задачи универсальную эвристику, применимую к решению разных задач.